Спам – то, с чем знаком каждый пользователь сети. В наиболее распространенном смысле спам – это массовая рассылка рекламных писем пользователям, которые не давали на это своего согласия. Сейчас же спам имеет гораздо больше значений и вариаций. Виды спама. Массовая рассылка писем – самый известный вид спама. Сообщения в социальных сетях и мессенджерах. Спам на форумах. Спам в комментариях на сайте. Спам по СМС. Спам-сообщения можно поделить на две большие группы – безопасные и опасные. Первые неприятные, но грозят лишь испорченным настроением и тратой времени, а вот вторые могут нанести вред компьютеру и финансам. Опасный спам. Нигерийские письма. Суть письма сводится к тому, что пользователю обещают большую сумму денег, например, в наследство, но перед этим он должен заплатить небольшой взнос. Естественно, как только мошенники получают деньги, они тут же перестают выходить на связь. Вредоносные программы. В письме или переходе по ссылке из него может содержаться вирус, червь или троян. Мошеннические программы, которые проникают в ваш компьютер. Спам – это далеко не безобидная вещь, поэтому к любым похожим на спам сообщениям нужно относиться очень внимательно. Первую тройку стран в 2018 году по количеству срабатываний почтового антивируса возглавила Германия с показателем 11,88%. За ней следует Вьетнам – 6,24%, а третье место заняла Россия, чья доля составила 5,7%. Для того, чтобы максимально уменьшить количество спама в своей почте, нужно начать с понимания того, как пользователи попадают в списки рассылки. Невнимательность при регистрации на сайте. Зачастую в форме регистрации уже сразу стоит галочка «Согласие на получение рекламных материалов». Однако отказаться от спама в этом случае несложно. В конце каждого письма должна быть ссылка «Отписаться от рассылки». Взлом. Мошенники взламывают сайты и почты пользователей и получают доступ к базам данных, контактов. Продажа. Базы адресов, к сожалению, иногда продают и сами сотрудники сайтов. Фишинг. Пользователь вводит свои данные на подставных сайтах. Что делать? Главный совет, который не раз показывал свою эффективность. Зарегистрируйте два электронных адреса. Один для личных и рабочих контактов, а второй для регистрации на коммерческих сайтах. Выбирайте надежный почтовый сервис. В таких почтовых сервисах хорошо работает собственный внутренний спам-фильтр, поэтому большая часть мошеннических писем будет попадать сразу в папку «Спам». Если какое-то письмо все-таки попало в основную папку с письмами, обязательно отмечайте его как спам. Все дальнейшие письма от этого пользователя попадут туда же. Спам представляет серьезную проблему, особенно для неискушенных пользователей, в основном из-за опасных ссылок и файлов, которые могут находиться внутри письма. Поэтому даже если вы уверены, что никогда не попадетесь на махинации мошенников, то обязательно расскажите об опасностях своим родным и близким.